многовекторная интеграция – выбор Казахстана. Ее тенденции, коллизии, перспективы в программе «Рынок без границ». Здравствуйте, меня зовут Павел Коктышев. Вы смотрите программу «Рынок без границ». С 2015 года в рамках инициатив, направленных на укрепление партнерских отношений с зарубежными странами и улучшением инвестклимата, Казахстан начал поэтапно осуществлять безвизовый режим. В первый год такой режим был установлен для 19 стран, а с 1 января 2017 года перечень государств, которые могут воспользоваться этой возможностью посетить Казахстан, расширился до 48. В обновленный список входит и Чехия. Как сегодня развиваются торгово-экономические отношения между Казахстаном и этим европейским государством, вы узнаете из нашего сюжета. Чехия входит в число стран с успешной экономикой. Доход на душу населения составляет 31 тысячу долларов. Это один из высоких показателей среди государств Центральной и Восточной Европы. Чешская республика считается индустриально развитой страной, которая производит конкурентоспособную продукцию. Кстати, именно здесь в свое время появились такие брендовые товары, как богемское стекло и грузовые автомобили «Татра», которые не раз побеждали на ралли-Дакар. Но сегодня экономика республики замедлила свой ход и поэтому нуждается в перезагрузке. У нас большая конкуренция со стороны не только Китая, но Кореи, Италии, Германии. Стараемся сегодня в эти сложные времена держать свою позицию, искать новых партнеров и подтверждать тем, с которыми мы работаем, что мы хотим работать. Сегодня в Казахстане с привлечением чешских инвестиций работают более 100 предприятий. При этом диапазон сфер, в которых они специализируются, достаточно обширный. Это строительный сектор, фармацевтика, энергетика, машиностроение. Одним из ярких примеров сотрудничества является сборка чешских автомобилей «Шкода». За последние 10 лет выпущено более 20 тысяч автомобилей уже. И есть также ряд других компаний, инжиниринговых и других, которые работают в Казахстане. Я думаю, что потенциал сотрудничества с Чешской Республикой еще далеко не исчерпан. Чехия в силу обострения конкуренции на внутреннем и экспортном рынках ищет новые возможности для развития своего бизнеса. А Казахстан нуждается в притоке иностранных инвестиций и в трансферте европейских технологий. Мы намерены продолжать активно развивать экономическое партнерство с Чешской Республикой. В этих целях правительством ведется активная работа по улучшению инвестиционного климата. Наша основная задача – это превратить Казахстан в региональный магнит для инвестиций. Взаимные интересы мотивируют и Казахстан, и Чехию к расширению торгово-экономических связей. Тем более, что оба государства обладают высоким транзитным потенциалом. Чехия служит окном в Европу, а Казахстан – в страны Тихоокеанского региона и Персидского залива. Казахстан позиционирует себя как деловой, транзитный и логистический хаб Центральноазиатского региона с широким мостом между Европой и Азией, воротами на рынок Евразийского экономического союза, Китая и Ирана. Я приглашаю чешскую сторону к использованию новых транспортно-логистических возможностей Казахстана. Кстати, в условиях Евразийского экономического союза продукция, произведенная совместными казахстанско-чешскими предприятиями, сможет беспрепятственно поставляться на рынки России, Беларуси, Кыргызстана и Армении. Это только одно из окон возможностей для развития партнерства между Казахстаном и Чехией. Сегодня в Казахстане существует и потребность в трансферте технологий, приобретении оборудования для приоритетных сфер экономики. Например, для строительства станций с использованием альтернативных источников энергии. И здесь свои услуги готова предоставить чешская компания «Фанс», которая уже несколько лет сотрудничает в Казахстане в энергетическом секторе. Раньше она продавала оборудование для традиционных электростанций. С развитием зеленой энергетики компания предлагает установки для гидро- и гелиостанций. Я думаю, что как Чехия, как индустриальная страна, которая всегда имела очень хороший технический уровень, она для Казахстана очень интересна. И я надеюсь, что в этой области мы можем очень хорошо сотрудничать. Хорошие перспективы для развития взаимных связей есть и у туристической отрасли. Тем более, что Казахстан и Чехия 6 лет назад подписали соглашение о сотрудничестве в этой сфере.
And then he says how the country was beautiful. Когда туристы возвращаются в свои родные страны, они говорят о том, какая страна была красивая и насколько бизнес развит в этой стране. Наша работа направлена не только на обмен туристами между двумя странами, а также мы хотели бы найти некоторые инвестиционные возможности для инвесторов в отношении туризма Чешской Республики и Казахстана также. Republic and, on the contrary, in Kazakhstan. У казахстанцев в Чехии большой популярностью пользуются курорты Карловых Вар, которые славятся своими уникальными минеральными водами, и столица республики Прага, где каждый уголок хранит печать старины и отзвуки древности. Казахстан со своей стороны тоже приглашает туристов из Чехии посетить Астану, Алматы, Шымкент, Тарас, Туркестан в городах, которые могут удивить своими контрастами, современными контурами архитектуры и восточным колоритом. Предстоящая выставка «Экспо» в Астане – прекрасный повод для знакомства с Казахстаном. Кстати, чешский павильон на «Экспо» будет представлен под знаком туризма. Поэтому в 2017-м для обеих стран появится возможность больше узнать друг о друге. Газета «Нью-Йорк Таймс» поместила на своих страницах рейтинг 52 мест в мире, которые стоит посетить в 2017 году. Для Казахстана этот рейтинг примечателен тем, что он оказался единственной страной ЕС, представленной в этом топ-листе. Все подробности у нашего эксперта Александра Галиева. На мой взгляд, рейтинг составлен весьма изобретательно, хотя бы потому, что он не совпадает с классическими рекомендациями турагентств. Начнем по порядку. Топ-5 стран, которые «Нью-Йорк Таймс» советует посетить в этом году, возглавляет Канада. Аргументы следующие. В этой североамериканской стране сохранились девственно чистые уголки природы. На территории Канады расположено 200 национальных парков, удивительных по своей красоте и разнообразию флоры и фауны. Кроме того, есть хороший повод для знакомства с историей и географией этого государства. 150-летие со дня образования Канады. На втором месте пустыня Атакама в Чили. Это место привлекает своим неземным космическим ландшафтом. Кстати, информация для любителей астрономии. В отеле «Эксплора Атакама» установлен крупнейший в Чили частный телескоп. На третьем месте город Агра в Индии, который оставил след в истории тем, что он в средние века был столицей Великой империи моголов, о чем свидетельствует величественное сооружение – мавзолей-мечеть Тадж-Махал, который считается шедевром мировой архитектуры. На четвертую позицию газета «Нью-Йорк Таймс» поместила деревушку Цермат, которая находится в Швейцарии в окружении знаменитых альпийских вершин четырехтысячников. Тем более, что в этом году здесь отмечается 200-летний юбилей первой зубчатой железной дороги, которая поднимает туристов вверх почти на 1,5 километра. Замыкает топ-5 мест, рекомендованных в этом году для посещения, Республика Ботсвана. Эта страна расположена в Южной Африке, рядом с ЮАР. Ботсвану называют царством саванн, где обитают экзотические виды животных – гепарды, львы, жирафы, антилопы, и находится крупнейшая в мире популяция слонов. И, наконец, о сенсации рейтинга «Нью-Йорк Таймс». Американское издание советует туристам в 2017 году обязательно побывать в Казахстане и открыть для себя самую молодую столицу мира – Астану. Кстати, наша республика заняла в топ-листе довольно почетное серединное 26-е место. Среди аргументов в пользу посещения Астаны – международная выставка «Экспо-2017» и весьма развитая инфраструктура города, отели высочайшего уровня, широкая сеть ресторанов с разнообразной кухней, знаковые архитектурные сооружения, среди которых есть мировые шедевры, торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр», спроектированный англичанином Норманом Фостером, и центральный концертный зал «Казахстан». Автор проекта – итальянский зодчий Манфреди Николетти. И вполне возможно, что Астана станет первым, но не последним шагом для знакомства с Казахстаном, где есть много уникальных исторических и географических объектов. Это великолепные природные ландшафты – каньоны Чарын, Аксу, плато Устюрт, горы Алтая и Тяньшаня и, конечно, памятники, занесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мавзолей Хаджи Ахмета Исави, петроглифы Тамгалы, древние города на Великом Шелковом пути. Так что добро пожаловать в Казахстан! На этом у меня все. С вами был Александр Галиев. До встречи в программе «Рынок без границ».
Казахстан входит в десятку стран, у которых самая большая территория. Такой фактор служит предпосылкой для соседства с другими государствами. Причем это характерно для всех регионов Казахстана – южных, западных, восточных и северных. Как приграничная география в сочетании с индустриальным потенциалом и наличие специальной экономической зоны влияет на развитие Павлодарской области, выясняла Маргарита Чудакова. В неформальном рейтинге Казахстана наиболее привлекательные для инвесторов регионы Павлодарская область занимает особое место. Во-первых, регион богат природными, водными и энергетическими ресурсами. Во-вторых, есть специальная экономическая зона. И, наконец, базовый фактор – уникальная география. С Павлодарской областью граничат 3 региона России – Алтайский край, Омская и Новосибирская области. Приграничное расположение, разветвленная сеть автомобильных и железных дорог, потенциал речного судоходства и наличие аэропорта с международным статусом. Эти факторы на фоне общего благоприятного бизнес-климата в республике стимулируют соседние российские регионы на сотрудничество с Павлодарской областью. У вас все основные налоги на прибыль, и на физических лиц, и НДС все ниже, чем в России. Поэтому, по крайней мере, те, кто в пограничных регионах, многие переходят и фиксируются в Казахстане, работают там. То есть мы рассматриваем, как Павлодар, это как горлышко из бутылки, это как ворота, реальные ворота в России. То есть все за Урале, Тюменский север, это все через нас. Логистические затраты, как минимум по нашим оценке, в 2 раза снижаются. Дамиля Тасмагамбетова живет в России. Она уже более 20 лет. Специализируется на выпуске домашнего текстиля, постельного белья, покрывал, одеял и подушек. Это у нас пух, это у нас верблюжья шерсть, это у нас шелк. Сырье для производства Дамиля закупает в Китае. Текстильные изделия у нее шьются на предприятиях Курска и Владимира, а реализуются в более 300 магазинах по всей России. Один из новых проектов российской предпринимательницы связан с открытием предприятия в Павлодаре. Мы так решили, что нам будет лучше, если наше производство переедет в Казахстан. Потому что это экономическая зона между нашей сырьевой базой, которая находится в Китае, и между нами, которую мы находимся в Москве. К слову о Китае. С этим государством Павлодарская область активно ведет торговлю. Объем взаимного товарооборота сегодня составляет более 500 миллионов долларов в год. Из Китая сюда поставляется оборудование для предприятий. В свою очередь область экспортирует в Китай полипропилен и семена подсолнечника. В перспективе, как показали итоги международного форума ЕРТС Инвест-2016, который прошел в Павлодаре в ноябре прошлого года, помимо торговли, бизнесмены из Поднебесной планируют открыть в Павлодаре совместные производства в сфере переработки сельхозпродукции и углехимической отрасли. При этом они обещают, что предприятия будут работать на основе самых современных технологий. Казахстан и Китай – добрые соседи с далекого времени, со времени Великого Шелкового пути. Так скажем, наши предки дружили, общались, а мы, современные люди, с современными технологиями, должны сделать лучше, чем наши предки. Предприниматели из Китая, впрочем, и других зарубежных инвесторов Павлодарский регион привлекает и возможностью создать совместные производства на территории специальной экономической зоны. В ближайшее время в рамках 2-го этапа строительства инфраструктуры здесь построят сортировочную станцию, где будут находиться контейнерный терминал и склады временного хранения. А пока на территории зоны работают инфраструктурные объекты, которые являются базовыми для открытия новых производств – водопровод, электросети, автомобильные дороги и таможенный терминал. Мы пересмотрели в корне, я бы сказал, то технико-экономическое обоснование, которое было ранее разработано, внесли корректировки. И в целом, хочу сказать, подход такой, что есть проект и есть максимальные условия по созданию инфраструктуры именно индивидуально под существующий проект. Сегодня на территории СЭС функционируют 5 предприятий. Они были созданы на казахстанские инвестиции. При этом 4 из них в рамках химического кластера.
Самый ожидаемый проект в рамках развития СЭС «Павлодар» – строительство завода по производству легирированного алюминия. Его инвесторы – компании из России и Германии. Технология уникальная не только для Казахстана. Таких технологий используется там в 2 или 3 странах в мире. То есть используется в качестве сырья не просто чушка алюминиевая, а алюминий-сырец расплавленный. То есть он в жидком виде будет привозиться к нам на территорию экономической зоны и дальше уже пускаться в более глубокие переделы. 5 уже осуществленных проектов и столько же на стадии реализации. Таковы итоги работы СЭС «Павлодар» за 5 лет с начала эксплуатации. Каждый вложенный государством 1 тенге сегодня возвращается 15-кратным умножением. Как прогнозируют топ-менеджеры, через 3 года с запуском новых предприятий экономическая отдача будет еще больше. Несколько лет назад в Павлодарской и Мангостауской области договорились о сотрудничестве в рамках совместных инвестпроектов, которые будут осуществляться на территории 2 специальных экономических зон – СЭС «Павлодар» и СЭС «Морпорт Актау». Поэтому новое окно возможностей СЭС «Павлодар» сегодня просматривается через призму Каспийского транзитного коридора и участия региона в глобальной инициативе Китая «Один пояс, один путь». Маргарита Чудакова, Сергей Зинченко, Павлодар, специально для программы «Рынок без границ». Кризисные для национальной экономики периоды для некоторых предприятий служат поддержкой реализации крупных инфраструктурных проектов. Потому что в рамках больших государственных заказов обеспечивается спрос на профильную продукцию. Правда, при этом конкуренцию на внутреннем рынке никто не отменяет. Так что на спрос надейся, но и сам не плашай. Центр Евразии. 9-е место по площади в мире. 88 тысяч автомобильных и 14 тысяч железных дорог. Эти параметры определяют Казахстан как оптимальную площадку для развития несырьевой экономики. И если ее достаточно укрепить, то это послужит импульсом к стимулированию спроса в профильных областях. Один из таких примеров – мультипликативный эффект, который создается благодаря реализации казахстанской программы «Нурлы-Жол». И первыми его на себе ощущают компании, от продукции которых зависит сама возможность возведения дорог. То есть речь идет о дорожно-строительных компаниях. Среди них «Асфальтобетон-1» считается одной из старейших в Казахстане. Предприятие было основано в 1968 году. За полвека на опытном счету компании накопились сотни километров новых дорог, которые были возведены за счет ее строительных материалов. Сегодня завод работает по кластерному типу, и первое звено, с которого начинается замкнутый цикл производства, это добыча сырья. У нас имеется 2 карьера. Они находятся в Алматинской области, порядка 40 километров от города. Производительная мощность 1 миллион тонн фракционного щебня. Сегодня на этом предприятии выпускают более 30 видов асфальтобетона, в том числе такие виды востребованных на рынке дорожно-строительных материалов, как нефтебитум, товарный бетон и железобетон. По асфальтобетону это 1 миллион тонн в год мы выпускаем асфальтобетон. Производительная мощность наша. По нефтебитуму это порядка 100 тысяч тонн. А по товарному бетону это также порядка 100 тысяч тонн мы можем выпускать. По железобетону это порядка 60 тысяч кубов. В 2016 году в рамках модернизации здесь внедрили ультрамобильную асфальтобетонную установку от компании «Марини». С помощью такого оборудования построены многие дороги в Италии, Франции и России. Возможности новой установки настолько технологичны и производительны, что этот комплекс чаще называют асфальтобетонным заводом. Его производительность – 180 тонн продукции в час. Это на 80% больше, чем здесь выпускали на старом оборудовании. Управление асфальтобетонной установки осуществляет оператор, который вбивает нужный рецепт в систему и запускает производство. В работе с каждым типом смеси есть свои нюансы. Например, если речь идет о щебеночно-мастичном асфальтобетоне, то в смесь добавляются различные стабилизаторы. Мы постоянно улучшаем, модернизируем свое техническое производство. И в перспективе тоже планируем поставить еще один завод производительностью уже свыше 200 тонн в час, который будет производить также асфальтобетон.
Кроме того, благодаря европейскому качеству новой ультрамобильной установки значительно снизился от технологического процесса уровень воздействия на окружающую среду. В результате производство дорожно-строительных материалов на этом предприятии приблизилось к международным экологическим стандартам. Техническая модернизация позволит предприятию больше и лучше выпускать дорожно-строительных материалов. А в условиях формирования в республике современной транспортно-коммуникационной системы спрос на высококачественную продукцию будет только расти. Значит, это предприятие выбрало для себя оптимальный путь развития. Олег Болдырев, Бакаджан Бахриев. Специально для программы «Рынок без границ». На сегодня это все. С вами был Павел Коктышев. Напоминаю, все выпуски нашей программы вы можете смотреть на сайте kazachtv.kz. До скорой встречи в программе «Рынок без границ».